Доброе утро! Всем легкого пробуждения и приятного начала новой недели. На календаре понедельник, 18 января. В студии Татьяна Самсонова. На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обсудили вопрос частичного снятия ограничений на спортивные мероприятия. Теперь будет разрешено посещать соревнования, но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Также был поднят вопрос и о возможности возвращения вузов к очному формату обучения. В Министерстве образования предложили перейти на прежнюю форму занятий с 1 февраля. Напомним, высшие учебные заведения Чувашии работают дистанционно с 24 ноября прошлого года. Олег Николаев поручил подготовить ведомству соответствующее распоряжение. Но окончательное решение об этом будет принято позже, исходя из эпидобстановки. Зато службам занятости разрешили вести прием граждан, разумеется, с соблюдением правил безопасности. Размер пособий на детей от 3 до 7 лет в Чувашии увеличится. В связи с тем, что прожиточный минимум в стране вырос, ежемесячная выплата составит не менее 5000 рублей. Стандартный размер пособия составляет половину от регионального прожиточного минимума. Однако для некоторых семей эта сумма увеличится. Если пособие на детей от 3 до 7 лет не позволяет обеспечить доходы семьи в размере одного прожиточного минимума на каждого человека, то сумма выплат будет больше еще на 25%. Если и после этого семья не сможет выйти из категории нуждающихся, то пособие составит 100% от прожиточного минимума. Таким образом, некоторые семьи будут получать более 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. При этом не нужно будет предоставлять никаких дополнительных справок. Заявления на назначение выплат в повышенном размере начнут принимать с апреля этого года, но при этом расчет будет сделан с 1 января. Сегодня по православному календарю Крещенский сочельник. В этот день проводятся главные приготовления к великому празднику – Крещения Господня. Верующие готовят постное блюдо сочево. Это сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями. Кстати, от этого слова произошло и название – сочельник. Для тех, кто готов окунуться в холодную воду, в республике оборудовали около 200 купелей, 56 из них на водных объектах. Сегодня все они пройдут соответствующие проверки, и после этого доступ к иорданям откроют. А это значит, что уже вечером все желающие смогут окунуться в освященную воду. Матвей и Виктория. Именно эти имена стали самыми популярными в Чувашии в 2020 году. Так чаще всего называли новорожденных. Об этом сообщила Госслужба по делам юстиции республики. Также новорожденным мальчикам часто давали имена Роман, Александр, Егор, Артем и Михаил. А популярными именами среди девочек стали Мария, София, Ева и Дарья. В Чувашском художественном музее открылась выставка «Народные образы» Инны Лялиной. В экспозиции представлено 30 работ. Это картины воспоминания, картины погружения. Инна Лялина родилась в селе Ибресино, начинала свой творческий путь архитектором, но параллельно занималась в студии художника Николая Чеснокова. Позже увлеклась декоративно-прикладным искусством. Ее живопись мягкая, сдержанная, строится на тончайших оттенках цвета. Ведущим мотивом картин часто становится не предмет, а свет, ветер, движение, само время. Разгадку сюжетов некоторых полотен могут подсказать строчки из народной песни или сложный узор традиционной вышивки. Встретиться с автором можно будет 22 января в художественном музее. Это вся информация к этому часу. Всем зрителям я желаю отличного понедельника и только светлых мыслей.